Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает «Заман». Сегодня 17 января, 1055-й день аннексии Крыма. В этом выпуске вы узнаете о следующем. Стамбульский террорист арестован. В российском селе запретили хиджаб. Я вправе воспитывать своего ребенка так, как я считаю нужным. Активисты почтили память Зампиры Асановой. Рассматривали доказательства стороны обвинения. В оккупированном Крыму состоялось 64-е заседание суда по делу Ахтема Чийгоза. Адвокат Николай Полозов заявил, что на предоставленных фотографиях видно, как представители так называемого народного ополчения пришли на митинг раньше назначенного времени. Очередные доказательства обвинения не доказывают вины заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. Они заняли значительную часть площади внутреннего двора, фактически препятствуя реализации участниками митинга Меджлиса крымско-татарского народа своего права на свободу собраний, провоцируя на ответные негативные действия со своей стороны. На фотографиях был замечен лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов, который присутствует рядом со своими ополченцами. На некоторых фотографиях мы видели Чийгоза. Чийгоз находился в правой части внутреннего двора, совсем в другом месте от линии соприкосновения ополченцев и митингующих. Никаких указаний, естественно, он давать не мог, и на представленных фотографиях отсутствуют сведения о том, что Чийгоз осуществляет какие-либо жесты руками, как то указывали потерпевшие свидетели ранее. Иск против России уже зарегистрирован в Международном суде. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павло Климкин. Украина намерена привлечь Российскую Федерацию к ответу за оккупацию Крыма, войну на Востоке и за финансирование террористов. Кроме этого, Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции о недопустимости расовой дискримінації. Це вбивство і зникнення великої кількості кримськотатарських активістів. Це примусова висилка визначних кримськотатарських лідерів, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, це заборона на проведення мирних зібрань. Це, власне, те, що є сутністю будь-якої демократичної країни. Закриття кримськотатарських та українських засобів масової інформації, закриття кримськотатарських та українських закладів освіти. Миссия ОБСЕ на Донбассе должна работать круглосуточно, а ее представителей необходимо допустить к неконтролируемым участкам границы Украины с Россией. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Павла Климкина с председателем миссии ОБСЕ Себастьяном Курцем. Это необходимо, уверен украинский министр, для того, чтобы прекратить транзит оружия и боевиков из России. Цього неможливо досягти без примусу Росії до виконання Мінських домовленостей. І, звичайно, без того, щоб надати спеціальній спостережній місії ОБСЄ можливості доступу до всієї території Донбасу і до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. І, звичайно, місія повинна мати можливість це робити цілодобово, інакше це не має сенсу. Ми сьогодні говорили з Себастьяном про важливість зміцнення місії, причому і в кадровому, і в технічному сенсі. Ви розумієте, що немає простого і швидкого рішення, але необхідно все-таки забезпечити мир на сході України і треба намагатися хоча б поступово, крок за кроком наближатися до цього. В Турции задержали стамбульского террориста, который в новогоднюю ночь устроил теракт в клубе «Рейна». 33-летнего выходца из Узбекистана Абдулкадира Машарипова и его сообщников арестовали в ходе секретной спецоперации. При обыске полиция изъяла пистолеты, дроны и $197 тысяч.
которые, возможно, были платой от заказчика. Машарипов свою вину признал. По данным следствия, он проходил тренировку в лагерях ИГИЛ в Афганистане. В результате теракта в Стамбуле были убиты 39 человек и ранены 69. Официальная Анкара заявила, что все было тщательно и профессионально спланировано. Важно, что человек, который совершил это злодейское нападение, захвачен. Нам предстоит узнать мотив тех сил, которые за всем этим стоят. Запрет на ношение хиджаба школьницам ввели в одном из поселков многонациональной России. Большинство жителей мордовского мусульманского поселка Белозерье – мусульмане. Большинство женщин в селе носят платок. Местные чиновники угрожают уволить из школы учителей и отчислить школьниц, если они будут приходить в школу в хиджабе. Из-за этого инцидента в районе разгорелся скандал. У нас демократическая Россия. Я вправе воспитывать своего ребенка так, как я считаю нужным, понимаете? Когда здесь было минус 7 градусов в помещении, мы все это работали. Зарплату водкой выдавали, которую мы выкидывали. Мы работали, мы никуда не ушли. А теперь привязались к платкам, заставляют нас снять платки. Или мы работаем в светской форме без головного убора вообще, раз мы это не поняли. Или вообще уходим и тогда уже принимаем решение дальше отправления кадра. Сергей Лавров заявил о якобы попытке завербовать российского дипломата в США. По словам главы российского МИДа, американские спецслужбы предлагали дипломату из России сотрудничество. В конце прошлого года президент США Барак Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов и диппредставительств с территории Соединенных Штатов. Американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочные предложения, засунули буквально в машину в его отсутствие $10 тысяч, значит, с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы, если кто интересуется, в нашей бухгалтерии. Они сейчас работают на благо российского государства. В Ираке найдены паспорта игиловцев, многие из которых российские. Документы обнаружили в Мосульском учебном заведении, которое ранее удерживалось боевиками. Иракские военнослужащие утверждают, что нашли более 20 внутренних и загранпаспортов, а владельцы этих документов прибыли воевать на стороне террористов из других стран. Первое уголовное дело из пакета Яровой возбудили в Чечне. Это дело по статье за недоносительство в отношении Асхаба Хазриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого уехать на войну в Сирию. Позже этот знакомый был задержан при попытке отправиться на территорию Сирии. По данному обвинению Хазриеву грозит до 1 года заключения. Так называемый антитеррористический пакет Яровой был подписан президентом России Путиным летом прошлого года. В Крыму почтили память ветерана национального движения крымских татар Зампиры Асановой. Известная правозащитница умерла 3 года назад после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. Свою жизнь она посвятила борьбе за возвращение народа на родину. Зампира Асанова до последних дней своей жизни принимала активное участие во всех акциях и мероприятиях, связанных с восстановлением прав крымских татар. Мы эту молитву посвящаем соотечественникам, которые не смогли увидеть эти дни. Среди них наша Зампира Ханум. Дай Аллах покой ее душе, помести ее в одном из лучших уголков рая. Спаси ее от наказания. Дай Аллах нам сплочения. Мы также просим Тебя помощи в благополучном исходе этих судебных процессов. Пусть наши соотечественники выйдут на свободу и принесут радость в свои семьи. Помоги нам, Всевышний, найти правильную дорогу. Аминь.
Молиться на полуострове будут и по воле оккупационных властей Крыма. Однако не за благосостояние крымчан, а за удачный курортный сезон. Подконтрольная Кремлю администрация Ялты 19 января проведет молебен в поддержку туристической индустрии полуострова. В частности, запланированы крестный ход, богослужение, а затем купание в море. По данным оккупационных властей, в 2015 году, сразу после аннексии, полуостров принял более 4 миллионов туристов. До аннексии полуострова России Крым принимал до 7 миллионов отдыхающих в год. Повышение цен на услуги ЖКХ в оккупированном Крыму возмутил крымчан. Российские чиновники после аннексии обещали высокие зарплаты и пенсии, высший уровень жизни. В прошлом году президент России торжественно опустил дешевый российский газ на полуостров. Однако крымчане с января этого года столкнулись с повышением цен на газ, электричество, тепло и воду. На пенсию я прожить не могу. У меня коммунальные половины. 1003 точно выходит, а 8 пенсий. На 5 можно? Я думаю, что нет. Получается 3000. Да, не маленькие для пенсионерки. Тарифы очень завышенные тарифы. Я не знаю, кто их разрабатывает, как их разрабатывают. Быстренько сляпали, стяпали и пустили его в ход. А что оно даст? И как люди будут выживать? И как люди это смогут ли оплачивать? Это их не интересует. Медведев говорил о том, что льготы есть с 70 лет и после 80. Ну, какие там на 70, 50%, на 80 были 100%. На сегодняшний день все опустили. Ну, не говорят ничего, мне прислали полностью оплату. Это я пенсионер. Ну, сижу, жду, когда мне что-то скажут. Мне кажется, для всех сейчас накладно. Только не накладно, может быть, у военных, которые получают вот сейчас, которые живут, не умерли еще. Экс-политзаключенный рассказал о пребывании в советской тюрьме. Ведущий украинский психиатр Семен Глузман, в прошлом политзаключенный, представил дополнение книги «Рисунки по памяти» или «Воспоминания отсидента». Всего Глузман провел за решеткой 10 лет. Воспоминания именно этого периода жизни описаны в книге. Это, конечно, эклектика. Тут сборная селянка, тут и документы, и все что угодно. Но это та правда, которая была и которая должна сохраниться. Потому что, к сожалению, подавляющее большинство людей, которые прошли зоны, не очень писало потом. От кримським татарам дуже повезло такі глиби, як Петро Григоренко, Андрій Сахаров, Ілля Габай і дуже багато інших. Але були такі часи, коли цим глибам була потрібна допомога. І тут з'являлися інші. Эта книга, она вообще всем важна, потому что, знаете, бесценно то, что человеческий опыт и человеческая жизнь, это бесценно. Вообще любого человека, такого выдающегося человека, невероятного, который действительно пример своим способом проживания жизни. Дело в отношении 5 экс-беркутовцев, расстрелявших людей на Майдане, рассмотрели в Святошинском районном суде Киева. Сегодня показания давал отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир. Его 19-летний сын был убит во время Майдана. С заседания вернулась наша Эльвина Сейтбулаева. С опозданием на 2,5 часа начинается суд по беркутовцам. В зале пострадавшие, на скамье подсудимых 5 экс-сотрудников Беркута: Павел Амброскин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтур и Олег Янышевский. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в феврале 2014 года. Показания дает отец Героя Небесной Сотни Владимир Голоднюк. Не можу чітко вказати, чи в оце місце я носив. Можливо. Можливо, що в оце місце, де отут зараз воно закрите, ними сюди переносив мішки. В момент, коли я розшукав Устима, я вибігав на неї, я був і в цьому місці також. Его 19-летний сын Устим был участником 38-й Майдановской сотни. Он помогал забирать погибших и был убит снайперской пулей, которая пробила каску. Теперь голубая каска Устима – вещественное доказательство трагедии.
Це каска військового зразку, яка містить сліди бурого кольору, одне пошкодження ззовні. Так, я стверджую, що це шолом Устима. Это видео обстрела майдановцев. Участники судебного процесса внимательно его рассматривают. На видео есть Устим Голоднюк. Он помогает раненым, а потом сам становится жертвой. Показано сектор обстрілу. Можу зразу сказати чітко, що це Устим. Зрозуміло, зблизька. Яка, звідки, на ваш погляд, могли здійснити постріл? Могли здійснити постріл, шановний суд. Ми вам показуємо. Або будівля Кабінету міністрів, або будівля клубу Кабінету міністрів. Я не хочу, звичайно, щоб хтось відчув втрату сина, так як відчув її я. Але ця людина повинна нести покарання, як та, яка виконувала злочинний наказ, і щоб понесла відповідальність та людина, яка віддала цей наказ. Срок содержания экс-беркутовцев под стражей заканчивается 20 января. Оставит ли их под арестом или выпустят, решит суд. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Пока это все, смотрите следующий выпуск «Заман» с Муслимом Умеровым уже через 2 часа. Будьте с АТР, хорошего вечера.